Готовность избирательных участков, ход голосования, соблюдение всех мер безопасности на УИКах проверил первый заместитель председателя правительства Михаил Илезов. Подробно об инспекционной поездке расскажет Диана Дударова. Без проверки не пропускают не только стражи порядка, но и волонтеры. Чтобы получить бюллетень, необходимо обработать руки, надеть маску, перчатки и забрать индивидуальную ручку. Пройдя всю процедуру, свой выбор на третий день общероссийского голосования делает и депутат Народного собрания Ингушетии. Все граждане Российской Федерации должны проявить свою гражданскую позицию, должны исполнить свой гражданский долг, прийти на голосование, проголосовать за поправки. Время меняется. Время идет вперед, поэтому и эти поправки тоже необходимы, чтобы шагать ногу со временем. Всего на избирательном участке 615 зарегистрировано 2583 избирателей. На месте работают 10 членов комиссии и 3 наблюдателя от общественной палаты, которые следят за ходом голосования. Но сегодня этот избирательный участок проверяет и инспекционная группа во главе с первым вице-премьером республики. Как проходит процесс голосования? Активно и после обеда я бывает с утра и ночью, но после обеда. На третий день сегодня, как вы скажете, там, активно голосуют? Активно голосуют. Хорошо. Но сегодня, наверное, более активно, чем Конечно, суббота. сегодня суббота, завтра после обеда ожидаем воскресенье. Хорошо. Какие сложности? Сложности пока у нас нет. Сложности нет. Хорошо. У нас в соответствии с поручением главы самая главная задача в процессе голосования, чтобы мы с вами соблюдали, значит, условия и средства защиты, чтобы выдавали людям, чтобы люди голосовали в безопасности. Далее первый заместитель председателя правительства Ингушетии Михаил Илезов посетил 610-й избирательный участок. Он расположен на Назрановском политехническом колледже. Обеспечены все, маски, перчатки, дезинфекция, все у нас есть. Никаких проблем. Наша главная задача при голосовании – это обеспечение безопасности. Смотрите, чтобы мы с вами соблюдали безопасность. Инспекционная группа, не нарушая требования безопасности, покидает здание через отдельный выход. В планах сегодня проверить не только участки Назрани, но и Назрановского района. Избирательный участок 714 развернулся в сельском поселении Кантышево на базе первой школы. Здесь зарегистрировано около 2400 избирателей. Члены комиссии делятся, никаких трудностей пока в процессе голосования не было. Правда, к новой экипировке тяжело привыкают, но все как один отмечают, в такой период безопасность граждан должна быть превыше всего. Надо придерживаться, потому что мы должны беречь здоровье и свое, и людей, которые, чтобы не заразить людей. Конечно, мы должны соблюдать все правила проведения этих выборов. Отдать свой гражданский долг пришел и Мухажир Аушева. Если живем в этой стране, мы должны сами определять ее судьбу, отмечает старейшина села. وبچهاتی شماده سوسکلیوش وبچن بقولیش داغ نهدوی وی دی قرد سوقات يا داو حي ديزر حدي حي بوهبي تيدا دادهن سوقات اخر ازي نيش دات. Важным исполнить свой гражданский долг, считают и другие местные жители. Магомед Беков уверен, что эти поправки точно обеспечат социальные гарантии граждан. У нас права будет больше, и люди уже надеются, что у них все будет хорошо. Я это приветствую. Далее по плану сельское поселение Далаково на УИКе 715 наблюдается высокая явка избирателей. Оказалось, что многие дожидались выходного дня, чтобы сделать свой выбор. Однако, несмотря на такое количество людей, внутри нет столпотворения. Голосующие дожидаются своей очереди на улице. Этот вопрос держит под контролем комиссия участка. Мы по 3 сейчас будем запускать. Оттуда вот вход у нас, вот выход. Сразу вот галочки ставят, урну пускают и туда выходят. Как отметил Михаил Илезов, на участке в полной мере соблюдены все меры безопасности, в том числе и санитарные. Также первый вице-премьер, пользуясь случаем, пообщался с местными жителями и поинтересовался, что они думают о поправках Конституции страны. Явиться каждый обязан на голосование. И от того, как мы будем голосовать, так и будет дальнейшая наша жизнь. Вот, например,
в законе 119 статье говорит патриот. Но патриот, он истинным патриотом должен быть каждый гражданин. Не только на войне, и в повседневной жизни он должен быть. Вот мне особенно нравится то, что социальное отношение государства к обществу. В подготовке общероссийского голосования активное участие приняла и местная администрация. Всего в Далаково избиратели принимают 2 участка. А глава администрации сегодня не только наблюдает за ходом голосования, но и исполняет свой гражданский долг. Мы непосредственно принимали участие среди населения, значит, населению объясняли, что из себя представляют поправки, что они себя, какую они роль будут, важнейшую роль играть в жизни людей, значит, какие поправки, что оно себя, какую пользу он принесет для каждого гражданина, живущего в Российской Федерации. Значение поправок и их роль в жизни страны голосующим разъясняют и волонтеры, которых предоставил Комитет по делам молодежи. Также ребята активно помогают в организационных вопросах на участках. Собрали все силы, которые у нас есть в республике, все волонтерские организации, все общественные организации, потому что участков много, 137 участков, нужно каждый из них покрыть в течение 7 дней. Волонтеры у нас в основном занимаются тем, что они помогают членам избирательной комиссии, когда у них возникает какая-то потребность в том, что нужно помочь. И они на входе у нас дежурят, они раздают перчатки людям, маски, одноразовые ручки. Это неукоснительно везде соблюдается. А председатель комиссии избирательного участка 715 отмечает, что люди сами охотно соблюдают требования безопасности. Они даже рады, что мы им даем, меряем температуру, все нормально. В процессе проверки избирательных участков никаких нарушений по линии безопасности, а также в процессе проведения голосования выявлено не было. Всего на территории Назрановского района 29 УИКов. Все ли проходит согласно регламенту, в планах проверить и на остальных участках. Диана Дударова, Ахмед Гандаров, Новости 24.